ты, вообще же отличный. Володя обрадуется, думаю. О, есть. Здесь такое дело. Ну вот, подвинули палатку. Утром там стояла. Там ночевали, в смысле. Днем здесь сидим. Вечером здесь посидим. Ночью, может, передвинем. А может, здесь переночуем, не знаю, посмотрим, как получится. Сюда дальше передвинем, может, ночью на ночь. Ну вот, у ребят сегодня крайний вечер. Завтра они уезжают. Вячеслав зашел к нам чай попить. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, да? Да. Окуня запекли ему, его же окуня килограммового. Хороший был окунь. Ну да. Сейчас мы его съедим. С превеликим удовольствием. Да, это сюда вот кидай кости. Володь, ты дверь закроешь, нет? Да, сейчас строю. А этот пол, по-моему, перекосился, да? Ну, того что тащили сейчас, ну. Ну, вон туда-сюда, туда-сюда. Чего страшного. Что, эти полы хуже, чем те с той полы? Эти-то? Лучше. Лучше? Они легче, но они, оказывается, осенью хуже. Осенью, видишь, вот, тонковатые, либо они, наоборот, слишком теплые, я не знаю, что начинает снизу таять. Ну да, мне кажется, они на тех... также на липучках? Все на липучках, все по размеру. Мне кажется, да, вот тут пол меньше воды у нас в этом году. Короче, друзья, на память о нашем городе хотя бы всем символический магнитик с города Калининграда. Тебе, Слав, ну конечно же, Янычу и Дмитричу обязательно. О, спасибо. Хоть что-то порадует, они хотя бы болеют, что ну хоть Вот, символически. Ну, Какие-то камушки прям драгоценные. это янтарь. Калининград написано. Кёнигсберг. Покажи на камеру, там, поближе. Да, Кёнигсберг и Калининград. Ну, спасибо, Владимир. Это Дмитричу, Янычу тоже на, Обязательно, да. на холодильник. Итак, дорогие друзья, завтра ребята уезжают. Мы поедем их увозить в аэропорт, заправить наши снегоходы, зарядить наши аккумуляторы, оставить лишние вещи, увезти рыбу Дмитричу. В общем, сегодня вот прошел вот такой вот день. После обеда не очень клевало, до обеда ну, половил Володя немножко живцов. Володя вот вечером сходили, посмотрели его, как его, жерлицы проверили. 2 налима. Да, Володя 2 налимов взял. Ну и таких небольших. Что еще? Ну и основное, конечно же, купить продукты. Вот. И все. Мы остаемся здесь с Володей еще на парочку деньков, пока наш рейс не прилетит. Все. А как мы доехали, можете посмотреть у ребят. Я уверен, что они будут все равно все это дело снимать. Это все равно очень интересное такое мероприятие. А так как я главный организатор, мне снимать некогда. Вот. Поэтому посмотрите там у ребят. Вещи сейчас все сушим перед сном. Все, всем спокойной ночи. Ну вот и настало утро. Ночью Володя просыпался где-то
наверное, долго лежал, наверное, да? Угу. Я тоже под утро проснулся, не мог уснуть. Все из-за того, что постоянно трещит лед, ветер у нас западный. Небо все прояснилось. Ночью было хорошее похолодание. Ну, из-за ветра, видимо, раскачивает лед, и он просто трескается. Под нашей палаткой несколько раз треснул, палатка аж просела. Вот. Ну, эти участки сразу выступает вода, и со временем она намерзает. Вот. Ну, сейчас мы повезем ребят. Сейчас они проснутся, будут собираться, мы тоже собираемся, прогреваемся. Володя снимает свои жерлицы, проверяет, то есть. Ну и вечером сюда приедем. Ну все. Я вот утром, пока собирались, Андрей пошел проверить свои жерлицы и взял вот неплохих налимов. Как он взял, можете посмотреть. У него собираемся с ребятами. Сколько максималка? У меня нет даже комментариев. 11? 12, 10 и 9. И маленький, маленького не весит. Круто. Да не, оставим. Потом увезем. Хорошо, что не разобрали. Надо не вытащили, приготовили. Да, вот так вот, ребята. Нет? Мелкий. За ночь взял. Ну вы слышали, как ты кричал там? Ну, я сразу понял, наверное, взял хорошего. Вот это, 12. Ну все, друзья, сейчас завтракаем и в путь. Поехали. Все. Ну вот, едем в аэропорт, возим ребят. Я тут маленько вперед уехал. Жду, сижу. Встретил сейчас рыбаков. Поехали сети ставить. Туда, по-моему, на основную реку. Вот. Снега припорошило маленько. Вот сижу на развилке двух дорог. Это автозимник из Якутска в Жиганск. Вот. Сейчас время половина 12-го, наверное. А это дорога на озеро. Вот. На озере есть окунь, щука. Подождем ребят, пусть снегоход остынет. Сейчас по дороге Дмитричу завезем рыбку. А ребята, думаю, снимут. У них посмотрите. Вот. А нам с Володей оставаться. У нас еще дела. Мы должны договорить вот эту тягу к фаркопу цепляющуюся. Вот ее вырвало тут у меня. Было кольцо вот здесь вот. Одевалось сюда. И его вырвало. Зацепило за... Телега зацепилась за дерево, за куст. И оторвало. Вот. Снегоход едет нормально. Пока все. Тю-тю-тю. Громко не будем говорить, чтобы не сглазить. Итак, я приехал в деревню. Артур Николаевич вот решил мне помочь. Смотрите, что мы с ним сделали.
с нашей запчастью. Вот. Здесь было кольцо, которое отвалилось. Мы его отрезали. И у меня был такой анкерный болт. Вот сюда вставили. И вот сейчас приварим. Сейчас Яков выйдет, сварщик наш. Сварит нам. Артур Николаевич добро дает. Сказал, будет держаться. И вот еще принес вот такой вот железяку. В общем. Мы это как кольцо сюда загоним вот так. И вот на это кольцо цеплять будет снегоход. А это будет вот так стоять. Вот. Ну вот, дорогие друзья, мы приехали на табор, затопили печку, поставили чайник. Днем заехали к Дмитричу, всю рыбу завезли. Выехали в 4 дня, приехали в 8 вечера. Ребята улетели. Вот, сейчас мы пробурились. У нас тут в палатке все замерзшее было. И хотим посидеть немножко на удочку попробовать. И завтра, наверное, переедем туда, где водятся гигантские налимы. Ну и попробуем порыбачить на налимов. А также, возможно, может попасться щука, сик, окунь, ясь, сорога. Ну все, смотрите сюжет. Володя, ты устал, нет? Да. Володя очень устал, говорит. Как тебе ощущение езды на снегоходе? Как будто на себе его волочешь, когда не умеешь ездить. Да. На нем надо уметь ездить. Да. По таким дорогам. Это не то, что по льду. По льду так что на нем? Газуй да едь. Да. А по таким буреломам это... Да. Это надо сноровка, нужно умение. Да. Это только Опыт кажется, да, нужен опыт, потому что весь напрягаешься там, и он в колею сваливается, падает. Но... Грохнулся я сегодня с него. Этого... Даже я грохнулся с этого, когда ехал туда. Потом что, ребята Ермака упали. чуть не перевернуло сейчас. Ну, я падал же. Я прямо с Ермаком падал. Потом поднимали мы с ребятами его. Потом ребята упали. У них этот Саня опрокинули. Колею втянуло туда. Вот такие тут фронтовые дороги, поэтому ехать достаточно напряженно. Ну, с другой стороны, сюда мы ехали 6 часов. Ехать всего 25 километров. Да. 6 часов. То есть средняя скорость можно просчитать. Да. Не так-то Ну просто. все. Продолжаем смотреть сюжет. Итак, утром мы начинаем утренний наш переезд затеяли. Вон туда поедем. Под гору. Палатка уже у нас переезжает. Раз, два, три, четыре. На 5-е место. Буквально за несколько дней. Палатка хорошая, ребята. Сами видите все. Много лет уже ей пользуюсь, и лучше нее нету. Потому что у нее есть полы, которые можно двигать. Не стыдно показать, это не реклама. Вот. Кому интересно, можете приобретать. Так, ну вот. Все, сейчас Володя жильцы свои все собирает и едем. Трофеев ее выпало. Так что сейчас нам надо, задача наловить живца, да поставить жерлиц. Если нет, тогда, если живец клевать не будем, будем ставить на нарезку из рыбы. Сейчас Слава зарядит камеру, посмотрим, что там на дне морском-то творится. Знаете, друзья, общались сегодня со Славой и пришли к одному такому мнению, что здесь сны снятся классные,
Вот я думал, может быть, только мне. И сегодня вот со Славой поделились, говорит, да мне тоже, говорит, хорошие сны снится. Ни одного негативного, причем все такие классные. Прям в них так погружаешься и просыпаешься. Ёлы-палы, вообще такие эмоции. Не знаю, это все-таки то ли север это дело Свежий делает. воздух. Свежий воздух. Но сны вообще, вот много снов, ни одного какого-то там негативного, все позитивное, ну вообще класс. Такие эмоции, просыпаешься вообще. Вот сегодня хотя бы нормально выспались после вчерашней дальней дороги. Это было, конечно, дикая усталость. Я вчера, по-моему, даже вечером не помню, как я ложился спать, как я раскладывал вещи, потому что уже просто не было сил, такая дикая усталость. Просто брык и все, и проснулся только утром. И даже ночью обычно я просыпался, подкидывал дрова в печку. В эту ночь все, Слава как бы... В эту ночь уже Слава заботился о нашем тепле, потому что я вообще просто как отрубился и до самого рассвета спал. Видел сны, короче. Да, видел сны, но сегодня меньше было, потому что, видимо, дикая усталость. Обычно вообще просто такие потрясные сны, ребят. Это Якутия, страна шикарных снов. И от всех земляков-калининградцев хочется попросить местных богов, чтобы нам послал хоть кусочек мороза, хоть кусочек льда, потому что все земляки просто ждут его как бога. Мне писали перед выездом об этом в комментариях, писали в личку, типа попроси местных богов, чтобы с нами поделился хоть каким-то морозом, потому что в прошлом году у нас вообще нигде, даже никакие лужи не замерзли. Будем надеяться, что в этом году встанет какой-то хоть лед. Хотелось бы по заливу побегать тоже. Также и окуня поискать. Да и вообще тоже и в палаточке покайфовать. Так что будем просить. Ческана проси. Да, вот выйду на улицу, буду просить попозже. Будем молиться за это дело. Да. Да, друзья, еще хотел, знаете, подметить такой момент. Мне много поступало после прошлого года вопросов. Уже перед выездом ни один вопрос в личку был, да везде. Оп, что-то клюнуло, ребят. Ну, красавелла. Что-то клюнуло. Ух ты, жирличный. Жирличный, акушара. Уже покоцанный весь такой. Ты смотри-ка. На мормышечку, на червячка. Взял, да? Где-то побывал он в пасти. Хорошо, смотри-ка. Отдай червячка. Червячки нынче в дефиците. Это хорошо. Да, и все-таки камера у нас настроена. И так, заряжаем по новой. Сейчас можно будет пойти парочку жерлиц уже зарядить там. О, у Славы что-то. окушок. Ух ты. На блесенку. Да, сейчас мы у него глаз заберем. Красивую его. Вот такой вот окушочек с утра. Мы переехали на новое место с Володей. И попался нам вот такой окушок. Сразу же с утра. Прикормка, наверное, дошла до дна. Или она еще не опускалась? Нет, дошла, я там шарик один кинул, который на дно должен коснуться. Сик подошел. Володя. Сижок. Сейчас к тебе пошел. Хороший сик, Володь. Колдую, колдую. Опа. Опа. Вот он. Вытащил сижочком. О, Слава сижочка вытащил. Там Вот еще это- один есть, вот. Да? Да. Вот это, ребят, рыба. О. Остальную рыбу Слава за рыбу не считает. А остальное это на любителя. Окуня это у нас ценится там всякие. Их трое, Володя. Сейчас тут
Слава на блесенку с глаза плюнул. Да. Они едят рыбу как бы. Поэтому... Это хорошо, что тут рыбка-то есть, оказывается. Надо ловить. Так, тут паразит прибегал, что ли-то? Кто? Прям возле палатки бегал, что ли, нас, пока мы тут сидим. Кто? Да, этот, елки, воришка. Соболь или кто ли там? Соболь? Следы, по-моему, Соболя, ага. Ничего себе. Возле палатки прям пришел тут. Это зараза. Есть. О, свежочек. Это жерлица пойдет. На жерлицу пойдет. Угу. Пойду сейчас жерлицы поставлю. Хотя бы одну для начала. Так, вот подошел поближе к торосам. Идет этот такой вот к шуге, так скажем. Ну и тут торосы есть, граница торосов. Здесь поставим жерлицу. Иди сюда. Вот это уже тема. Смотри, вот это уже хороший размер. Ну да, уже живец. Сиговый живец. Ну нет, ребят. Живцовые запасы накапливается потихонечку. Что-то поклевывает. Я тут сейчас сороженку поймал. Слава стишка маленького. Перед этим Слава еще стишка поймал. Ну пока хорошие сиги обходят вокруг нас. Вокруг наших мормышек. Опа. О, еще один. Мелкая стая подошла какая-то. Вернее, парочка. Да, пока рыбу клюет, надо ловить. Да. Вот, на жерлицу вообще идеальный вариант. С течением они приходят вот. Живцы. Ну, уже запас накапливается живца. Нормальный. Да, кто-то его ловит уже. Кто-то ловит. Хороший запас живца уже кто-то начинает ловить. Это ты планируешь на 2 жерлицы, а я на 5. Турбоклев сига у Славы начался. Да не говори. Так, вот, живец еще один попался. Отлично. Сегодня у нас ночь. Завтра что уезжаем, да? Угу. Тебя клевает уже 2 раза. Папа-пам. А ты уже срыв, уже ушел. Упс. Есть. О. Нифига себе. Нифига себе. Мою тоже Нифига себе. Нормальное что-то тащу. Прикормку всю поднял. Хороший язик. Стой. Лесочка-то у меня тоненькая. Лесочка тоненькая. Мормышек своих не вижу. Так. Я своих мормышек не вижу, Володя. Опа. Походу твоя рыба все мои мормышки запутала. Да.
Твои и мои. Какое озеро. Стой, стой. Такой. Рыба моей мечты. Так. Где-то. Так, все, вот вроде все твое отпускаю. Давай. Вот, ребята, смотрите, какой красавец, а? Вот это рыба моей мечты. Уж силища-то какая, ребят. Сильная рыба. Все, отпускаем. Ладно, иди. Красота, ребята, на такую леску. Это, не знаю, тройное удовольствие такого тащить. Лесочка-то у меня где-то 0,10, 0,12, не помню точно. Опачки, а это что такое? Это я сижу. А, это ты меня перетянул туда. Так, цикличечку выключаем. Опа-опа-опа, поклевочка. И опять он пришел, а? Да что ты везде? Иди отсюда. Так, выкол. Поклевку снял. Котлеты. Нет, 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 нет. Прошел. Прошел хоть, блин, зараза. А, не бери, не бери, сейчас посмотрим, будет есть, нет. Я сейчас только подниму, блин, он тут же схватит его. Так, я поиграю. Не будет на мою мормышку, а? Среагировал. Ну вот, и забирай его. Мимо пошел. Да, он даром не нужен. Живцы нужны. Да нет, это такой. Ну Большой. да, он в принципе нормальный такой, а как раз живичный, по-моему. Опа-опа-опа. Давай, 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 давай. Упс, есть. Вот он, наверное, и клюнул. Ну он агрессивно идет. Вот. Да, вот он. Ну это хороший живец, Живец, да, он отличный живучий, живец. он живучий, между прочим. Да. Продолжаем, ребят, живцов ловить. Отлично. Да, нам на ночь много живцов надо. Если мы хотим сегодня ночью дубасить. Просто, ребят, на камере у Славы смотрим, этот окунь подошел. Слава от дна специально не отрывает, чтобы этот окунь не среагировал на его мормышку. Слава же уперто ловит сигов, продолжает. Я начал, думаю, мне-то живец нужен. Я начал активно поигрывать удочкой, кивочком. И он подошел, соблазнился сразу же. Интересно так, я прям так, знаете, агрессивно начал. Тык-тык-тык-тык. Прикольно так. Забавно достаточно. Комфортно сидишь, балдеешь. Ляпота. Сразу. Не, подубасить-то там надо, или ты имеешь в виду туда мотаться чисто? Ну и да, и там, и тут можно. Не, там вот именно... Идет. Его сейчас пойду заряжу. На этот. На вторую жерлицу. Я там такого же поставил, точно. Давай, следом я На здорового налима. что-то поменяю, новую поставлю жерлицу. Я тоже самое сделал. У тебя плоски стоят 2, 3. 2, 3. 3 плоска. Ёп. Раз, два, три, ёп. У тебя, да? Ну, аж смотрю, на боку уже лежит, мне как бы леску не порвал. Какая-то порвать не должно. Да, ее уже утаскивает вон под воду. Ну не должно, бур маленький. Ну, пополам сложно, да утащит. Сколько таких случаев было у Дмитрия Яныча? Ну, у вас тут не мудрено такое.
Варежка прям в лунку. Привет, понял?